состоянии на сегодняшний день Федеральный реестр учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих федеральному экологическому надзору, поставлено 1193 объекта, принадлежащих 225 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Из них первой категории 89, второй 406, третьей 552 и четвертой категории 146. Под контролем управления также находится 1380 лицензий на добычу полезных ископаемых. В 2019 году управлением Роскомнадзора Республики проведено 309 проверочных мероприятий, в том числе плановых проверок 13, неплановых 236, проведено 60 рейдов. В плановом порядке проверены Оцениваем общий водоканал, общество ограниченной ответственности Иркутская нефтяная компания, общество с ограниченной ответственностью ТАСС «Нефтегаз-Добыча», акционерное общество «Лунное», публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз», общество с ограниченной ответственностью «Нефтеметаллик», общество с ограниченной ответственностью «Золото» и других и так далее. Внеплановые проверки проводились по контролю соискателей лицензий 140, по выполнению предписаний 48, по требованию органов прокуратуры 11, по поручению правительства Российской Федерации 25, по обращению государственных органов, предприятий, организаций, граждан 11, по переданным полномочиям 1 проверка. За нарушение предохранного законодательства возбуждено 348 дел. Наложено штрафов на сумму 10,8 миллионов рублей. Взыскано 8,5 миллионов рублей. Управлением Роскомнадзора происходит рассчитанный предъявленный вред на сумму 180,8 миллионов рублей. Взыскано 39,9 миллионов рублей. Основные выявленные нарушения в 2019 году. Невыполнение уровня годовой добычи. Это общество с ограниченной ответственностью «Долгучан», акционерное общество ГОК «Денисовский», акционерное общество холдинговой компании «Кутуга», общество с ограниченной ответственностью «Ирилявская». Невыполнение стандартов, нормы и правил ведения работ общества «Долгучан», общество с ограниченной ответственностью «Энергометаллик», общество с ограниченной ответственностью «Янзолото». Самовольное занятие водного объекта. Акционерное общество «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью судоходной компании «Иркутск», ЗАО «Сахар Голд Маркет», ООО «Энергометаллик». Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, ФКУ «Исправительная колония номер 3, номер 7, УФСИН России по Республике Саха-Якутия. Нарушение требований к охране водных объектов, общество ограниченной ответственности «Янзолото», акционерное общество «Лорд», МУП «Пригородная сетевая компания». Хотелось отметить о резонансных событиях, которые произошли в 2018 и 2019 годах. В мае 2018 года в результате распиловки судна «Нефтесборщик 504» в районе подходного канала речного порта города Якутска произошло загрязнение реки Лена и береговой полосы нефтепродуктами. По результатам проведения управлением Роскомнадзора Республики Якутия контрольно-надзорных мероприятий установлен виновник аварии судоходная компания «Якутск» и рассчитан вред, причиненный загрязнением окружающей среде, вода и почва в размере 14 миллионов 375 тысяч рублей. За указанное нарушение судоходной компании «Якутск» было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КОАП Российской Федерации с наложением штрафных санкций 200 тысяч рублей. Решением Якутского городского суда от 7 сентября 2018 года постановление наложения штрафов оставлено в силе. Решением арбитражного суда Республики Саха-Якутия от 28 августа 2019 года по делу А589506 иск о наложении вреда удовлетворен в полном объеме. Постановление апелляционного суда от 20 ноября 2019 года решение арбитражного суда Республики Саха-Якутия оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Второй момент. 7 июня 2019 года в районе газоконденсатного месторождения Ирилявское в Минском районе обнаружен разлив нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе. Размер разлива составил в длину 300 метров, ширину 50 метров. 8 июня 2019 года управлением по требованию природоохранной прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Ирилявская». На месте обследования выявлено, что в результате герметизации нефтепроводов произошел разлив нефти на земную поверхность вблизи производственной площадки лицензионного участка ООО «Ирилявская». По результатам отбора проб, проведенным филиалом ВГБУ СЛАКи по Республике Саха-Якутия, управлением рассчитан вред, причиненный почвам, который составил 22,5 миллиона рублей. На сегодняшний день, как сказал Сахар Миланович, вред в полном объеме добровольно возмещен, вся сумма поступила в бюджет Берлинского района. По результатам проверки возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.6 КоАП Российской Федерации на сумму 40 тысяч рублей, по статье 8.5 КоАП Российской Федерации на сумму 20 тысяч рублей. Штрафы оплачены, выданы предписания и представления выполнены. В соответствии с протоколом заседания комиссии Якутнетра
от 15 августа 2019 года номер 147 инициировал процедуру досрочного прекращения права пользования недрами по лицензии ЭКУ 05469 НД на Ильясское месторождение углеводородной сырья. Срок проверки давления Роснедра не наступил. Разрешительная деятельность управления. За 2019 год управлением проведено и выдано 26 заключений государственной экологической экспертизы, в том числе 21 положительное, 5 отрицательных. Оформлено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 26. Утверждено выданных документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов их на размещение 23. Выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 4. Предоставлено 54 лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности. Оформлено 9, отказано в предоставлении 4. Отказано в переоформлении 7. Выдана одна справка обоснования для принятия решения об экспорте биологических материалов. Отказано 7. Краткий экономический анализ. Контрольно-надзорной деятельности и экономической эффективности в отчетный период. Общая штатная численность сотрудников управления 49 человек. Из них государственных инспекторов составляет 32 единицы. Территориальные подразделения по району республики управления отсутствуют. Расходы на содержание управления составили 53,1 миллиона рублей. Командировочные расходы 1 миллион 835 тысяч рублей. Вместе с тем, администрируемым управлением доходы бюджета всех уровней за отчетный период составили 348 миллионов рублей. В том числе поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составили 224,7 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году данная сумма составила 178,3 миллиона рублей. Вопросы нормирования. Хотел бы отметить результаты изменения системы нормирования в области охраны окружающей среды, внесенные федеральным законом от 21 июля 2014 года номер 219 ФЗ. О внесении изменений в федеральный закон о охране окружающей среды и отдельных законодательных актов Российской Федерации. Экологическое регулирование деятельности предприятий теперь напрямую зависит от степени его воздействия на окружающую среду. Как вы знаете, с 1 января 2019 года нормой закона 219 предусмотрено для объектов первой категории получения комплексного экологического разрешения. Для второй категории введено обязательство по подаче декларации о воздействии на окружающую среду. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйство и иную деятельность на объектах первой, второй и третьей категории, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля и осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями. В течение 2019 года управление Роскомнадзора представлено отчетов по производственному экологическому контролю 799. Не представились нарушения установленного срока по 145 объектам. По этому факту возбуждено 145 административных дел. Ну и от взаимодействия. Управление с Министерством экологии Республики ведется постоянный межведомственный обмен информацией и материалами в части предоставления Министерством в пользование лесных участках, водных объектов, со стороны управления выданных управлением разрешений на допустимое воздействие на окружающую среду, лицензии на обращение с опасными отходами, передача материалов административных дел по подведомственности. Так, переданным управлением материалов по задолженности оплаты за НВОЗ Министерством принято административное воздействие в отношении 36 организаций. В бюджет было начислено 204 тысячи рублей. По информации Кобельской инспекции Государственного экологического надзора Министерства от 14 августа 2019 года во время осмотра на 1320-1315 километре реки Лена обнаружено нефтяное пятно протяженностью 2 километра. Был установлен предполагаемый виновник аварийного разлива нефтепродуктов танкер «Ленонефть» 2030, принадлежащий публичному акционерному обществу «Ленское объединенное речное пароходство». По данному факту управлением по согласованию с Якутской транспортной прокуратурой проведена внеплановая выездная проверка. Было установлено, что нефтяной танкер «Ленонефть» 2030 стоит на 1345 километре реки Лена. Пробит левый кормовой балласт номер 31, машинном отделении пробоина диаметром 2 см. В отношении КОАП «Ленское объединенное речное пароходство» возбуждены административные дела по части 8.5 КОАП Российской Федерации, штраф составил 20 тысяч рублей. По части 4 статьи 8.13 КОАП Российской Федерации штраф составил 150 тысяч рублей. В настоящее время производится расчет вреда, нанесенного водному объекту река Лена. Так, благодаря грамотным и оперативным действиям Кобельской инспекции Государственного экологического надзора, руководитель Грузных Дмитрий Валерьевич, нарушитель не ушел от ответственности. И в заключение, позвольте поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать здоровья и отличной работы на благо нашей природы в следующем году. Спасибо.